Кровавая киностудия террористической группировки ИГ выпустила на этой неделе очередной ролик с циничным массовым убийством. Каждую казнь бандиты снимают на несколько видеокамер, монтируют и распространяют. Очередную рекламу своей жестокости они провели, лишив жизни более 20 египетских христиан, которые к войне и политике не имели никакого отношения. Мирные жители, рыбаки, обезглавлены. Также, по данным BBC и Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, террористы заживо сожгли 45 человек по обвинению в пособничестве иракским военным и похитили из деревень Сирии 90 мужчин, женщин и детей. Публичные казни ни в чем не повинных людей. Возьмите сожжение того же иорданского летчика. Публичные казни журналистов. Публичные казни людей творческих, известных. Это специальные шаги, которые с точки зрения рекламной пропаганды сегодня являются абсолютно не бьющейся картой. То есть вот эти акты, они вызывают синдром так называемого 25-го кадра. То есть это взращивается в сознании людей код патологической ненависти. Ненависти по отношению ко всем несогласным. И, естественно, вот этот вот страшный кровавый сериал этих казней направлен как раз на формирование антиисламского сознания, на формирование всеобщей ненависти и вербовку одновременно всех тех, кто сегодня способен, совершенно, так сказать, потеряв разум, следовать этим людям, уезжая в Сирию, уезжая в Ирак и пополняя ряды боевиков и адептов этого страшного террористического анклава. О том, что действия боевиков ИГ полностью противоречат исламу, подтверждают и известные богословы всего мира. Они отмечают, что ислам не несет жестокость, эта религия не призывает убивать и не разрешает ущемлять чувства иноверцев. И здравомыслящий представитель любой конфессии, имеющий хоть каплю человечности и веру во Всевышнего, не станет поддерживать группу палачей. Все убийства, совершаемые боевиками так называемого исламского государства путем обезглавливания и сжигания живого человека, напоминают больше сатанистские обряды. Elçinu aleyhissalatu vesselam yer yu'allikhil toba yüz elçinu aleyhissalatu vesselam kutlitin toba yüz lamaz odesh khiduşun şulamaz haşçetel tellam şulamaz halj şulamaz dostun khirduşun çar qoşlu marx şu marxni haş şu marx qobş dostun o khirduşun çar düşlü Kur'an şu Kur'an di haş şu Kur'an düş dostun khirduşun Allah elçinu amma çar iman çar amalan yal olak şati halam yarat elçinu aleyhissalatu vesselam qitsaham yal elçinu aleyhissalatu vesselam hum şirar ummati üç ummata ونش بوشون يقتلهم خيار أمتي إيش باير بوشون تا أمتا ديكو بولشن بايخهم من دايل يتعرم تال دركل أحمد عرس مباخر دال بقو تايل بان شوني تو بيلريس بقو تايل دونا إيش دال هلك بايلو شو ده تاندو تال ليلاش بالنا ميسا تهيتسون تال كده مش داسكوش أدم داك در تمول بوصل تقواق ورق قزل قايتو يشات. Это же неправильно, это же неправильно. Даже вон птицу, собаку, кошку нельзя убивать, это люди. Сааса диндоч набокш, саллик са диндоч, онда азе бусурнаха саасон кутамела яго магиндас да магиндосунду идуксар бок. Таган инаха масуна зулми бойл. Тагана ихум хахиш дел воздухан баъда дадиза. Oğlan inoğdu, şahı adımdık inoğdu. Değerli alt oğlu İstanbul, değerli İstanbul, değerli ekto bir bahçe dünya yakıydı ya. Şemer şaliye şotak, sağa bir sabah, tenzilum diye sabah, etsun nits bir sabah. Nits bir şotan, değerli ne atkhıl boş, adamı hakik boş, la teşdu. Dünya değişti, adamı ووشي ديزا ديش ووشي ليرم бош غلق دوش داخش بقادر. Происходящее на территории Сирии и Ирака политологи называют кровавой вакханалией в реализации американского проекта. И о религии ислам здесь нет и речи. Самое страшное зло, которое вершится в реализации американского проекта, госдеповского проекта по созданию такого террористического анклава, который Соединенные Штаты хотят оставить после себя, перейдя со своими интересами в Азиатско-Тихоокеанский регион,
этот проект они оставили сегодня в виде вот этого ИГ. То, что этот проект широко финансируется, и те, кто его реализует, в данном случае боевики ИГ, они показывают их непримиримую позицию по отношению вообще ко всему цивилизованному, что вообще сегодня существует в мире. Они показывают свою позицию в первую очередь даже не сколько к христианам, езидам или представителям других конфессий, кроме того, что они в первую очередь объявляют этот джихад представителям, собственно, мусульман, представителям истинной исламской религии. Те, которые примкнули к рядам бандитов или даже просто проявили интерес к кровавым роликам, совершают подлость по отношению к своему народу и всей мусульманской уммы, говорят богословы. Жизнь – это дар Всевышнего, и только Он имеет право его отнимать. У тех, кто по неосведомленности переступил через грань дозволенного, есть еще время одуматься и вернуться на путь истины, пока не свершился высший суд Творца. Мадина Якубова, Дауд Куруев. Новости.